Здравствуйте, меня зовут Давлетбаева Юлия. Я дипломированный психолог, тренер, педагог, основатель тренингового центра «Актор». Сегодня мы с вами поговорим про стресс и экзамены. Стресс – это заложенный в нас механизм для борьбы с угрозой. Стресс защищал наших предков от хищников и помогал им выжить. Сегодня стресс связан со злым начальником, с дедлайнами на работе, с сессией. Однако наш организм одинаково реагирует как на тигра, так и на предстоящую сессию. Механизм стресса. Когда в наш мозг поступает сигнал об угрозе, наш организм активизируется. В крови увеличивается содержание адреналина и кортизола, учащается дыхание, сердцебиение, расширяются зрачки, повышается кровяное давление. Далее следует одна из двух реакций – бей или беги. Бывает также реакция типа «умри». Она проявляется в оцепенении, в невозможности пошевелиться. Такая реакция свойственна некоторым животным при приближении хищника. Они как бы притворяются мертвыми. Если такое животное выживает, оно вскакивает, дрожит, трясет лапками и убегает. Цикл стресса предельно прост. У него есть начало, середина и конец. В наш мозг поступает сигнал об угрозе. Угроза может быть как реальной, так и воображаемой. Наш организм активизируется, либо подавляет жизнедеятельность, а затем активизируется. Далее следует реакция «бей, беги или умри». И ура, мы выжили. Прежде чем рассказать про то, как выбраться из цикла стресса, я расскажу вам, как его избежать. Да, экзамены – это важно, и волноваться по этому поводу абсолютно нормально. Однако стресса можно избежать. В когнитивно-поведенческой терапии есть ABC-анализ. Восприятие ситуации каждым человеком субъективно и имеет три компонента. Первый компонент A – это сама ситуация, что происходит. Второй компонент B – это субъективная оценка, что я думаю об этой ситуации. И компонент C – это чувство, что я чувствую по поводу этой ситуации. Как мы видим, самый важный компонент в этой схеме – это компонент B, поскольку сама ситуация нейтральна, однако наше отношение к ней вызывает те или иные эмоции. Приведу пример. У нас есть студентка Маша, и ей нужно сдать экзамены. Это сухой факт, это компонент A. Далее, что думает Маша? Маша думает: экзамен скоро приблизится, у меня остается все меньше и меньше времени, я не успею подготовиться, и вообще я такая глупая, что не могу запомнить все с первого раза, я наверняка завалю экзамен и вылечу из вуза. Это мысли Маши, это компонент B. Они рождают эмоции и чувства. Что чувствует Маша? Маша чувствует страх, тревогу, возможно, у нее нарушение сна и даже тошнота. Это те эмоции, это компонент C, которые вызваны ее отношением к экзамену. Нетрудно догадаться, что если бы у Маши было иное отношение к экзаменам, иные мысли и установки, то она испытывала бы совсем другие эмоции. Возвращаемся обратно в цикл стресса. Самое важное – завершить цикл стресса. Здесь у наших предков все было очень просто. Ты либо убежал от тигра, либо убил его. Как же быть со строгим экзаменатором? Небольшая история про цикл стресса. Я помню, как я сдавала государственный экзамен. Это было очень волнительно, незнакомые члены комиссии, сложные вопросы. Я ответила, выдохнула, вышла из аудитории, приехала домой, чувствую усталость. Может быть, мне поспать? Однако я никак не могла уснуть. Вообще никак. Скорее всего, вам тоже знакома такая ситуация, невозможность уснуть после напряженного дня. Почему так происходит? Мой цикл стресса не был завершен. Мой организм активизировался, однако активных физических действий я не совершала. В итоге я 2 часа готовила чизкейк и позже узнала, что моя одногруппница пошла гулять пешком. Она прошла очень много километров, писала мне о том, что ее нервная система возбуждена, процесс торможения никак не идет, и что после такого экзамена совершенно невозможно уснуть. Итак, как же выбраться из цикла стресса, как его завершить? Я говорила, что наш организм запрограммирован
на активные действия во время стресса. Поэтому самым эффективным способом выйти из цикла стресса является физическая активность. Это может быть спорт, танцы, бег, пешая прогулка, обыкновенная зарядка. Далее. Можно выразить негативные эмоции через плач, крик, рычание и так далее. Либо через творчество, например, рисование. Далее. Очень хорошо дать организму почувствовать себя в безопасности. Для этого подходит выражение любви и привязанности, то есть обнимашки с близкими, либо процедуры ухода за собой, элементарно принятие теплой ванны. Итак, вы видите список, далеко не полный список способов выйти из цикла стресса. Это физическая активность, это активная моторная деятельность, например, ожесточенное размешивание теста для чизкейка, либо уборка, плач, крик, рычание, иные звуки, выплеск эмоций. Это творчество, это тактильный контакт с близкими, объятия, и также это процедуры ухода за собой. Спасибо за внимание. Желаю вам быстро и эффективно выходить из цикла стресса, побеждать всех тигров, добывать жирных мамонтов. Подписывайтесь на мой канал в Телеграме.